Сегодня на календаре 11 сентября, и мы в Стокгольме. Когда я брал билеты в Стокгольм, я планировал просто отдохнуть и насладиться архитектурой. Тогда же наши поп-ап решения уже какой месяц были в застое и не менялись. За то время, пока я ждал своего самолета, моя любимая мэрия решила сделать мне подарок, и подарила она мне вот это. Ну и я, как добросовестный трудоголик, решил отказаться от своего отдыха в пользу разбора, что же не так с новыми таллинскими велодорожками. И изначально таллинская мэрия пыталась спихнуть свою неграмотность и непонимание объекта, над которым они работают, на то, что это якобы временные поп-ап решения. И те решения, которые мы делаем в этом году в Таллине, мы называем их быстрыми, в том числе потому, что для этого мы не перекапываем весь центр города. Поп-ап решения делаются за неделю, за 2 недели, в крайнем случае за месяц, но никак не за 4-5 месяцев. Также стоит понимать, что поп-ап решения не подразумевают под собой строительство перманентной инфраструктуры. Но что же мы видим на самом деле? Давайте посмотрим, что происходит в Таллине. Вообще, на самом деле, то, что мы все-таки видим на улице, это достаточно днищенская ситуация, потому что я понимаю, что они пытались оправдаться тем, что это временные решения, мол, сейчас временно сделаем криво, потом переделаем нормально, когда будет реконструкция полноценная. Но проблема в том, что даже для временных решений это, невероятно низкий уровень, но это очень плохо, то есть, стыдно так делать. И самое интересное, то, что они эти велодорожки сделали настолько неправильно, что, во-первых, по ним все ходят, они вообще никого не смущают, они вообще никого не беспокоят. Во-вторых, они вместо того, чтобы просто сделать не пересекающиеся потоки, они сделали велодорожку между остановкой и входом в магазин. И поэтому люди, соответственно, постоянно пересекают эту велодорожку. И эти гении взяли и нарисовали зебру. И не просто нарисовали зебру, они еще и сделали специальный знак, который показывает то, что велосипедист должен здесь остановиться, пропустить пешеходов и только после этого ехать. Видимо, предполагается, что все велосипедисты знают ПДД, хотя, естественно, многие не знают, потому что для того, чтобы управлять велосипедом, сегодня права не нужны. И что тоже заметно и очень классно, сразу видно, что они обо всем подумали, это вот эта велопарковка, которая занимает пол тротуара, и когда к ней припаркуется велосипед, видно, что остается от тротуара меньше метра. То есть вот так примерно выглядит метр. То есть если здесь кто-то будет идти, толпа какая-то, или людям нужно будет разминуться в разные стороны, или будет идти, например, мама с коляской, то здесь возможности пройти по тротуару, при условии, что кто-то будет припаркован на велопарковку, практически не остается. Еще мне больше нравится, как они в моментах, где они не смогли придумать, как сделать велодорожку, они просто ее перестали чертить, мол, разбирайтесь дальше сами. Это просто гениальное градостроительное решение. Они просто не знали, как нарисовать дальше велодорожку. У них просто не хватило мозгов ее нарисовать. И вместо того, чтобы попробовать хотя бы что-то сделать и сделать такие же кривые решения, как они уже делали раньше, в некоторых местах они просто решают ничего не делать. То есть у них она просто резко обрывается, дальше там разберетесь как-нибудь сами, и потом, когда начинается снова удобный прямой участок, они снова возвращаются своими кисточками и рисуют новую полосу. Еще одной отличительной чертой этих гигантов мысли является то, что на улице Эстония Поезда есть очень интересный момент. Дело в том, что уже таллинская мэрия здесь когда-то пыталась сделать велодорожки за счет автобусной полосы. И мы уже видим, висит знак, то, что автобусная полоса общественного транспорта, совмещена с полосой велосипедной. При этом всем они взяли и почему-то продублировали ее еще раз. И это еще не все. Самое интересное начинается чуть дальше, когда мы проходим буквально пару десятков метров, мы замечаем то, что вообще непонятно, почему они решили отнять место у пешеходов вот здесь, когда у них буквально в 10 сантиметрах есть целая площадка пустая, на которой никого нет, которая отделена от пешеходов уже столбами. И вот можно посмотреть в ту сторону, она отделена от пешеходов столбами. То есть вот здесь есть огромное пустое пространство, исключительно, которое вот идеально подходит для того, чтобы сделать на нем велодорожку. Зачем, имея вот это пространство, делать велодорожку здесь, просто не поддается никакому логическому объяснению. Это просто маразм, это просто
уже это уже просто стыдно, это уже даже не смешно. И поэтому я не знаю, кто у вас, вы очень боитесь объяснять и рассказывать, кто на самом деле занимался вашими этими велодорожками. Я не знаю, Рютельма, лично Новиков, я не знаю, может быть, лично Кылвард сидел на переменах, красной ручкой чертил новые велодорожки. Я не знаю, кто у вас им занимался. Но, дорогой товарищ, в следующий раз, перед тем, как тратить 100 тысяч литров краски, а я напомню, что на велодорожке было потрачено 100 тысяч литров, 100 тысяч литров краски, ты для начала подумай над тем, чтобы убрать вот этот бесполезный кусок железа, который вы зачем-то здесь поставили, абсолютно непонятно зачем. И вместо этого куска железа вот здесь сделать велосипедную дорожку. Раймонд, я знаю, что ты летом проводил исследования на тему того, как таллинцы относятся к электросамокатам. Да, мы провели серьезные исследования по всей Эстонии, в самом деле, но там можно отдельно смотреть и на результаты Таллина. И 53% таллинцев ответили, что они чувствовали себя на тротуарах в опасности именно из-за электросамокатов. То есть это показывает, что этот конфликт, который мы видим и в средствах массовой информации, в соцсетях, между пешеходами, велосипедистами, людьми, которые ездят на электросамокатах, он реальный, да, то есть особенно люди, у которых маленькие дети или пожилые люди, они к нам обращаются в рамках предвыборной кампании тоже, что ну, как-то они боятся передвигаться по городу пешком, потому что носятся быстро мимо и курьеры, и просто люди, которые ездят на электросамокатах. И самая большая разница между Таллином и Стокгольмом в том, что в Стокгольме полагаются на исследования и цифры, а не на субъективное ощущение какого-то колхозника в городской управе. И в Стокгольме просто провели исследование, в ходе которого выяснилось то, что в пределах Стокгольма можно добраться почти что куда угодно за 30 минут на велосипеде. И, соответственно, после этого, последние 5 лет, Стокгольм стал очень сильно меняться в велосипедную сторону. И большая часть решений, которые я вам покажу, они появились недавно. Более того, если ходить больше по центру города, то можно заметить, что весь центр города перестраивается, и как раз-таки временные поп-ап решения превращаются в перманентные и постоянные. Однако, если мы спрашиваем жителей города, что они считают нужным с этим делать? Да, мы предлагали несколько вариантов. Что меня лично радует, мы просто хотели знать, считает ли кто-то, что вообще запретить надо. Потому что в мире есть такие города. Мадрид не пустил на свои улицы фирмы, которые арендуют электросамокаты. Но это очень маленькое меньшинство все-таки. Большая часть людей, и это меня очень, в самом деле, удивило, 86% таллинцев считают нужным построить нормальную велоинфраструктуру. То есть это показывает, что люди, которые вообще может быть, никогда не ездят ни на велосипеде, ни на электросамокате, они просто обычные пешеходы, или, может быть, даже ездят большей части на машине, они все равно считают нужным, чтобы эти дороги были, велодороги, что, в принципе, идеале в городе все-таки на пешеходной части пешеходы, там и дети, и пожилые люди, и бабушки, и все остальные. Тогда отдельная полоса, отдельная дорога для велосипедов, для самокатов, и тогда машина. В Стокгольме результаты их местной велостратегии уже дают о себе знать, и уже, если мы посмотрим маршрут куда-нибудь по Google Maps, там почти всегда велосипедный маршрут будет быстрее, чем автомобильный. И сегодня на велосипеде в Стокгольме передвигаться быстрее, чем на автомобиле. В Стокгольме и в Швеции, как в стране родоначальницы Vision Zero, про которую я немного рассказывал в видео про переходы, здесь очень безопасный и спокойный трафик, то есть у тебя нет ощущения, что тебя сейчас кто-то собьет. И одно из ключевых решений, которое нужно применять в городе перед тем, как там вводить велосипедное движение и вообще строить велодорожки, это именно ограничение скорости до 30 километров, потому что когда мы представляем, что рядом движется автомобиль и велосипед, мы должны понимать, что всегда трафик должен двигаться примерно плюс-минус одной скоростью. Не должно быть такого, что у нас на условном шоссе, представим пример, будут ехать фуры со скоростью 80 км в час, а рядом с ними будут носиться легковушки на скорости 160 км в час. Вот ровно так же не должна быть разница в 2 раза между велосипедами и автомобилями, когда у нас сегодня есть велосипедные дорожки, где едут велосипедисты со скоростью примерно в среднем 20 км в час, и рядом проносится машина на скорости 60 км в час. Это очень и очень опасно. Опять же, какой-нибудь условный Владимир Свет очень часто любит пофилософствовать на ту тему, что нам не хватает якобы культуры вождения, что вот со временем мы лучше разовьем культуру вождения, а у нас станут там
какие-то более правильные люди. Но то, о чем всегда стоит помнить, и то, что является одним из краеугольных камней Vision Zero, это то, что люди всегда будут ошибаться. И невозможно превратить людей в роботов. Всегда будут ошибки. И цель проектировщиков городских в том, чтобы создать инфраструктуру, в которой инфраструктура будет прощать людям ошибки. И их ошибки не будут приводить к травмам и смертям. И что тоже важно понимать, вот все вот эти надписи вроде «Эле Тахали Панелик», они не имеют ничего общего с безопасностью. Потому что вот эти надписи, они никого на самом деле не провоцируют быть внимательными. И все надписи вроде «посмотрите по сторонам перед тем, как переходить дорогу», они не имеют ничего общего с безопасностью. Если мы представляем ситуацию, что социал-демократическая партия входит в правящую коалицию в Таллине, что мы будем с этим делать? Ну, первое и самое главное, 2017 год город принимал велосипедную стратегию, где, в принципе, предусматривается, как мы будем перестраивать свои улицы, чтобы там все мирно могли передвигаться. Но за 4-5 лет в принципе ничего не делали. Только здесь, вот в самом конце, вот эти красные полоса. Это, в принципе, единственное, что делали по этому поводу. Потом, что касается вот этих отвратительных красных цветов, которые есть в Таллине сегодня, которые они применили, которые больше всего выбесили людей. В Стокгольме есть некоторые места, где действительно вот есть вот эти красные велодорожки, которые, видимо, колхозники вроде Рютельмана увидели на картинках и подумали, что велосипедная дорожка — это именно вот эта красная полоса. Но красный здесь — это абсолютно другой красный. Это не вырвиглазный красный, от которого вытекают глаза. Это красный, который становится чуть более заметный, чем остальная среда. Во-вторых, краска здесь, она сделана абсолютно... Я не знаю, из чего она сделана, я не эксперт в красках, но можно заметить, что там краска прям плотная, то есть что эта краска шершавая, чтобы там на велосипеде ты с нее не свалился. И здесь мне хочется повторить вывод, к которому пришел Марик Раннелла, который является одним из авторов велостратегии, и это сообщение у меня является послелогом в видео про велосипеды. Мысль заключается в том, что так как у нас некомпетентные чиновники, у нас нет компетентных проектировщиков, которые знают, как проектировать велодорожки, нужно не придумывать просто велосипед на ровном месте, а нужно брать и обращаться за консультацией к экспертам из других стран и к людям, которые знают, что они делают, и которые разбираются в этом вопросе. Потому что сегодня мы потратили в самом центре города целых 2 миллиона евро, а я напомню, что это вышло почти что в 5 раз дороже, чем это сделали в Риме, на то, чтобы просто испортить город литрами, сотнями литров и тысячами литров просто красной краски, которая вся смылась в море. И опять же, не устану ссылаться про свое же видео про велосипеды, потому что, ну а что, я зря его делал, что ли? Там я говорил о том, что у нас чиновники не понимают, что такое пирамида городской мобильности, которая, опять же, по-английски называется Reverse Traffic Pyramid. И то, что они не понимают, что велосипед... Сначала идет пешеход, потом велосипед, потом автомобиль, потом там еще что-то. У них есть представление, что пространство, оно почему-то между всеми должны делиться на равных правах. И сегодня вместо того, чтобы делать велосипедные дорожки за счет автомобильных полос, как это положено по всеобщей мировой практике и как это положено по пирамиде городской мобильности, они забирают место у пешеходов. И можно заметить, что в то время как на шоссе там есть 2 полосы, которые излишне широкие, там видно, что машина занимает там лишь половину почти что полосы. Там видно то, что отсюда можно вычесть несколько сантиметров из каждой полосы и получить отдельную 3-ю полосу. Вместо того, чтобы сузить полосы, они забирают на полном серьезе половину тротуара у пешеходов. И опять же, при условии, что у нас пешеходов сегодня гораздо больше, чем велосипедистов, очень странно так резко отнимать у них настолько много пространства. В эфире рубрика «Вечерний Варламов». Мы пришли на улицу Хамнгатен, которая находится в самом центре... Что-то разбилось. Мы пришли на улицу Хамнгатен, которая находится в самом центре Стокгольма. И меня зацепила эта улица тем, что она очень сильно похожа по своей конфигурации на нашу Нарваманта, которая идет от площади Свободы до методистской церкви. Она очень похожа по ширине, она очень похожа по своей функции, она является одной из главных улиц. И у нас в свое время проект «Главная улица» свернули, потому что там якобы не хватало места, и потому что была вся проблема в том, что, мы сейчас улицу сузим, и машинки проехать не смогут.
Но, как мы видим, почему-то у шведов получилось. Так как, опять же, мы сейчас говорим на примере Стокгольма, хотя я напомню, что Стокгольм не является эталоном в этом вопросе. Но, тем не менее, в Стокгольме можно заметить, что у них хватает политических яиц для того, чтобы взять и создать отдельную велоинфраструктуру, отдельные велополосы. И они не стесняются для этого заимствовать место у автомобилей. Так спроектирован почти весь центр Стокгольма. И причем произошло это не когда-то там, в далекие времена, когда не было машин, произошло вот все вот эти изменения за последние несколько лет. То есть не надо вообще думать как-то сложно, какие-то свои какие-то решения или стратегии предлагать. Это очень хорошая стратегия, его создали вместе с экспертами, его надо просто взять с полки и начинать, исходя из этой стратегии, действовать в мире. Это первое. А второе, можно, конечно, обсудить в Томпе, в Риккикогу и какой-то потенциальный законопроект, может быть, дать какие-то дополнительные еще ограничения на скорость, например, там, делать как-то так, что на тротуарах все-таки на электросамокате нельзя ездить по скорости 25 км в час, потому что это слишком быстро, что это ограничение должен быть чуть меньше. То есть вот это вот два таких направления. Первое, что мы в мире делаем, построим дороги. Второе, это ограничение скорости. И, может быть, третье, в Таллине есть такая вещь, как муниципальная полиция. Может быть, им можно дать право проверять тоже скорость, например, этих тех же самых электросамокатов, чтобы просто не возник такая ситуация, что из-за редких хулиганов, в принципе, запретят вообще передвижение. Что интересно, они эти велодорожки, они не по велостратегии делали. Да. Там она абсолютно противоречит. Не, ну тут очень, очень интересно было, и я тоже общался с этими журналистами, которые старались как-то выяснить, как вообще вот этот проект делали в мире. То есть кто дал приказ, какая была вот эта команда, как создали все эти решения. И никто не хочет сказать, что да, это был я. То есть все делают вид, что там и вице-мэр, и все остальные делают вид, что мы вообще про это ничего не знаем. То есть это как-то так тут случилось. Да, конечно, ну это то, что делали, это грустно на это смотреть, на самом деле. Тратили деньги.